Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какую встречу готовит вам судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Какую встречу готовит вам судьба? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, есть не одна встреча. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое мимо не пропускайте. Вот, смотрите, первая встреча. Здесь невероятно веселый, активный, бодрый и щедрый человек. Человек в одной руке держит ключ, а в другой он кошку вот так вот поймал, знаете, как за шею держит. То есть и помочь сможет, и для вас открыть, может быть, какие-то новые возможности, открыть свой дом, поделиться какими-то секретами. И плюс уберечь, спасти, защитить от каких-то не очень приятных, хитрых, агрессивных и вредоносных людей. Образ, кстати, вот выделяется то, что он очень светлый и позитивный. У него даже вот под ногами стрелочка, которая идет вверх. Кстати, эта встреча, она уже не за горами. И тот срок, который вы загадали, вот в самом начале этого срока произойдет. Встреча либо знакомство. Кто-то уже этого человека знает и с надеждой, возможно, ждет эту встречу, либо надеется на эту встречу. Она точно будет. А кто-то лишь только будет знакомиться с таким человеком, который очень-очень многое сможет для вас сделать. Опять же, у кого-то отыграется любовная тематика, подоплека всей этой встречи, а у других вот чисто помощь, защита, поддержка. Да? Человечек, который может для вас очень много сделать. Не просто может, но и сделает для вас. Даже если вы этого не хотите, все равно для вас будет очень многое делать. Да, светлый, позитивный. Вот у него характер такой, знаете, легкий, игривый, очень дружелюбный человек. Опять же, веселый, все переводит в шутки. С ним ну как не загрустишь, не затаскуешь, поднимает настроение. Хороший человек, просто невероятный. Таких бы людей побольше, и наш мир однозначно стал бы гораздо лучше. Так, с левой стороны. А вот с левой стороны не очень приятная встреча, но она важна, нужна для того, чтобы ваше сердце покойно шло. Допустим, мужчина, с кем у вас когда-то что-то не случилось, не получилось. Может быть, была симпатия, может быть, вы пару раз встретились, а потом как-то странненько у вас все сошло на нет. Либо мужчина там сбрыкнул и переметнулся, например, к другой женщине. И вы как бы приняли эту ситуацию, но все равно осадочек остался. И почему-то вы винили себя, либо искали изъяны в себе. Ну, дескать, я не настолько хороша, не настолько там сексуально, либо есть во мне какой-то изъян, что вот он не захотел со мной выстраивать отношения, либо вот нашел более там какую-нибудь, ну, не знаю, привлекательную. Давайте так уж, не хочу вас обижать. И вообще это, как бы, знаете, неправильный, кстати, подход в себе искать изъян. В общем, встретите вы этого мужчину, причем встретите его в каком-то состоянии бомжеватого вида он будет, может быть, даже пьяный будет, такой, знаете, истоскавшийся, уставший от жизни. И еще мне идет с ним рядом кто-то будет, еще худшего вида. И вы такая скажете: фу, какая гадость. Фу, какая гадость, да, дело не во мне было, а дело было в этом мужчине. Вы знаете почему? Вы поймете, вот какую вещь вы поймете.
Вы для этого мужчины были слишком хороши. И вот он понял, что он вас просто не вытянет, не потянет, такую красотку, такую принцессу. И он переметнулся от вас в поисках более простой и глупой женщины, понимаете, которой можно втирать всякую ересь, и она там будет все это воспринимать, верить в это и с открытым ртом слушать его. Мужчина абсолютно неблагополучный, и у него, знаете, как на роду было написано, вот стаскаться, спиться и просто вот размотать свою жизнь подчистую. Вот, увидите, скажете, ну и слава Богу, ну и спасибо тебе, Боженька, что отвел свое время, не дал мне попасть под влияние этого человека, либо с этим человеком связать свою жизнь. Случайная встреча. Может быть, вы даже не станете с ним общаться. Просто, как со стороны посмотрите, ужаснетесь и дальше пойдете. Может быть, даже этот мужчина вас не увидит. Но тем не менее, вот сердце ваше успокоится. Перестанете искать изъяны в себе, поймете, что вы самое лучшее, поймете, что это была большая удача, что вы не связались с этим мужчиной, и на этом все и закончится. Не будете об этом думать, не будете вспоминать. И вот правда, у вас как на сердце немножко полегчает. Так, в правой стороне. Встреча с человеком, который вам симпатичен, нравится. С этим человеком вы как-то крайне редко общаетесь, либо крайне редко есть возможность увидеться. Может быть, человек там приезжий, уезжий. Может быть, допустим, что в банк вы не каждый день ходите, не каждый. Может быть, он оператор в банке, может быть, он менеджер в банке. Может быть, он, кстати, в поликлинике работает, либо, может быть, в каком-то магазинчике специфическом. Вот, нравится вам этот человек, и я так скажу, симпатия взаимна. Не могу понять, по какой причине у вас еще отношения не укрепились, поскольку вас друг к другу тянет. Может быть, он не свободен, может быть, вы не до конца свободны, а может быть, вы просто оба очень скромные, стеснительные люди. Вот идет у вас такая встреча, и вот мужчина вам что-то таки да и скажет. Вот какие-то слова из себя выдавит, в прямом смысле слова выдавит. Потому что он в вашем присутствии реально теряется. Ему сложно собраться с мыслями, ему страшно к вам подойти, ему страшно вам что-то предложить, либо о чем-то вам сказать. У кого-то из вас отыграется, что он позовет вас на свидание, у других отыграется, что вы о чем-то договоритесь, например, я тебе помогу, я тебе что-то сообщу, знаете, хотя бы, не знаю, телефонный номер ваш взять, либо разрешение, чтобы вам написать, разрешение, чтобы вам позвонить. В общем, будьте довольны, настроение у вас поднимется. Но мужчинка, конечно, будет в ударе. Он там и краснеть будет, и бледнеть, и заикаться. В общем, вы по его реакции все поймете. Поймете, что вы ему очень нравитесь. Прям поймете, что ему тяжело с вами общаться. И он прям не в своей тарелочке себя чувствует. Да, это прям верный признак того, что мужчина влюбляется, либо влюблен. Хорошее у вас будет настроение. О чем-то вы договоритесь, причем о хорошем договоритесь, не о плохом. О важном, кстати, правильное слово, о важном договоритесь. Так, еще встреча на просторах интернета кому-то идет. Кстати, очень неожиданная встреча. Человек, может быть, это ваш сосед, может быть, это ваш коллега. Как-то вы его найдете, либо он вас найдет. Очень много узнаете об этом человеке по его, например, постам, по его фотографиям, по его анкете, в конце концов, может быть, на сайте знакомств найдете знакомую вам личность. Какая-то информация, о которой вы не знали и не догадывались. Что-то вы там выцепите такое интересное, смачное выцепите. И этот человек для вас откроется с какой-то новой стороны. Я не вижу, чтобы вы прям там общались, скорее как увидеть и что-то узнать о ком-то. Но для себя выводы сделаете. С левой стороны большой сильный мужчина, внешне большой сильный мужчина, а внутри он просто весь тряпочный, такой мягкий-мягкий, податливый, нерешительный. Его женщина палкой бьет. Не знаю, то ли мама его воспитывает в зрелом возрасте, да, сынок уже
там третий десяток, либо четвертый десяток разменяла, может быть и пятый, а мама все воспитывает палкой, причем строгая мама. А у кого-то отыграется жена, например. Да? Жена у него есть, и она его постоянно палкой гоняет и бьет. Вы так поразитесь, скажете, ну как такое может быть? Да? Такой вроде неплохой мужчина, большой, сильный, мощный. И женщина вот его палкой гоняет, почем зря. Смотрите, с этим мужчиной вы долго о чем-то будете говорить. Вам этого мужчину будет невероятно жаль. Вам даже захочется как-то за него заступиться. Прям пожалеете, вы его пожалеете. И этот мужчина, он так к вам проникнется, вот вашей добротой проникнется, вашими невероятно красивыми и добрыми глазами, вашей нежностью, вашей открытой душой. Слушайте, он для вас потом начнет что-то делать, вот в прямом смысле слова. Может быть, какие-то подарочки носить, может быть, чем-то вам помогать. Такой, знаете, паж при королеве, прям верный помощник. Вот за вашу доброту этот мужчина, ну, просто на руках вас будет носить. Я не могу сказать, что у вас там что-то личное с ним получится, скорее всего, нет. Просто как новый верный друг появится. Такой большой, мощный мужик, здоровый мужик. А внутри просто, ну, открытый, мягкий и добросердечный ребенок. Ну, так вы его будете воспринимать, жалеть его постоянно будете. А он будет вам помогать. Физически может, да, там сумки отнести, может быть, что-то дома там вам починить, сделать. Может быть, это ваш коллега на работе, да, какую-то работу тяжелую будет за вас делать, либо ради вас что-то делать. Ну, хороший человек, прям проникнется такой любовью платонической, правда, да, в вашу сторону. Ну, а вы будете жалеть, будете, вот, может, даже подкармливать, как-то помогать ему. Хороший симбиоз у вас получится. Я еще вижу мужчину, у него какой-то профиль птичий, либо что-то с птицами связано, имя, фамилия. Может быть, прозвище у него какое-то птичье. Мужчина очень жесткий, очень холодный. И прям такой, знаете, я бы даже сказала, в какой-то степени жестокий, требовательный, жестокий. Его все боятся. Вы тоже будете его побаиваться. Может быть, это какой-то не сотрудник, начальник, скорее всего, да? Начальник, может быть, какой-то госслужащий, может быть, даже чиновник, да, высокого ранга. Это вы прям так побаиваетесь его, зная о его репутации, может быть, там наслышаны будете. Вот вижу, что у вас с этим человеком будет встреча, на которую вы идете просто на ватных ножках. Ножки прям подкашиваются, идти отказываются. Как-то вы на него так настроены. Боитесь и хотите избежать эту встречу. Но деваться некуда, тут все дороги ведут на эту встречу. Знаете, хоть он и жесткий мужик, но с головой у него все в порядке. И этот мужчина будет разговаривать с вами как-то, вот знаете, прямо жестко. Вот вещи называть своими именами. Опять же, жесткость какая-то чувствуется в его речи, в его словах, но тем не менее все его слова справедливы. То есть что-то он вам такое скажет, расскажет, жестко расскажет, но вы с этим согласитесь, вы это примете. И плюс я вижу, что к вам он будет абсолютно справедлив. Абсолютно справедлив. Если у вас какие-то там пожелания, вопросы, нужды, то он пойдет вам навстречу, но опять же в рамках закона, либо в рамках там регламента. Вы с этим будете согласны. Согласны. В принципе, вижу, что довольны. Вы после этого разговора будете довольны. И даже поменяете свое мнение об этом человеке. Не радикально, но смягчитесь. Знаете, как уважать станете. Если раньше боялись, то теперь уважать станете. Так, еще вижу мужчину какого-то вертлявого. Вертлявый мужчина, которого вы выведете на чистую воду. Здесь, скорее всего, как жених. Не ваш жених, а жених, например, вашей подруги. Ну, как жених, да, может быть, познакомилась ваша подруга с мужиком, вас позвала, чтобы вы на него посмотрели, свою оценку дали. Может быть, ваша дочь себе парня нашла, привела знакомиться. Но вот мне идет, что он чей-то жених, вот как женихом его представляют. А вы вот с первого взгляда поймете, что вертлявый, ненадежный, пустобрех, и прям
у вас, как, не знаю, подташнивать начнет в его присутствии, либо какой-то рвотный рефлекс у вас проявится. Вот как считаете его, что он абсолютно ненадежный, неполноценный, и ваш внутренний этот козлометр, он просто начнет зашкаливать в присутствии этого человека. Где-то вот в каких-то словах вы его просто вот на вранье ловить будете. Ловить и позорить, либо пристыдить сможете. Этот мужчина, он просто будет от вас бежать, как черт от ладана. И, возможно, вот эти ваши действия, они помогут вашей подруге, либо вашей дочери, либо какой-то вашей знакомой не попасть в руки какого-то Альфонса, какого-то Казанова, либо мужика, который просто вот купи-продай, да, явно какую-то выгоду ищет. Сначала эта женщина на вас обидится, а потом вас еще и благодарить будет. Скажет: боже, ну у тебя глаз алмаз, да, ты вот козлов за километр видишь. Да, такое еще будет. Не у всех, у кого-то вот конкретного. Прям сразу его считаете. Сами потом будете долго удивляться, вот какие мужики бывают, да, либо какие мужики пошли, господи, что творится. Угу. Так, еще вижу встречу с какими-то людьми. Мне больше идет, что они родственники. Либо они между собой родственники, либо они с вами родственники. Люди, которые открывают перед вами свое сердце, свой дом. Очень, кстати, добрые, мягкие. Вот у них вот что в голове, то на языке. То есть нету теневой какой-то стороны и нет злых каких-то негативных помыслов. Вам очень будет приятно с этими людьми и пообщаться, и время провести, и под хорошим впечатлением таким вы будете находиться. Кстати, у кого-то отыграется, что эти люди вам чем-то будут помогать, либо в чем-то вам будут помогать. По крайней мере, пытаться вам помочь. Это тоже будет очень-очень приятно. Так, женщина у вас выходит. Женщина, с которой вы очень давно не виделись. Женщина, подруга, и опять же родственница может быть. Женщина, которая очень сильно поменялась. Она уже не та, которую вы помните. Совершенно не та, далеко не та. И вас это немножечко расстроит. Какая-то она станет, вот знаете, меркантильная. У нее все там меряется там, золотом, бриллиантами, брендами. Какие-то у нее новые там уже связи, контакты, общения. И вы поймете, что совершенно другой человек. Для вас она неинтересная и пустая. Вот. Немножко грустненько будет, но с другой стороны это жизнь. И все в этой жизни бывает. По крайней мере, вы не будете сожалеть о том, что вы с ней редко видитесь и редко общаетесь. Вот с такими людьми нечем поговорить, понимаете? Вы разными категориями мыслите, абсолютно разными. Вот. Она вся такая на понтах, а вы обычный нормальный человек с обычными там, проблемами, задачами, вопросами. А у нее там лишь бы понты свои прокачать да показать. Ну что ж, бывает. Бывает. Люди меняются и не всегда, к сожалению, в лучшую сторону. И ближе к венцу показывают мужчинку в возрасте. Мужчина гораздо старше, чем вы. Он двойку держит и вас за руку тащит в эту двойку. Ну, я так понимаю, что мужчина в возрасте начнет вас там комплиментить, за вами ухаживать и прям тащить вас в любовь, грубо говоря. Вас это очень позабавит, это будет и смешно, и забавно. И вы прям с этим мужчиной как развлекаетесь, да, может быть какой-то шутливый разговор, может быть какое-то шутливое знакомство. Но поднимет вам настроение, и с этим мужчиной вы будете потом периодически как-то общаться, встречаться, и он вас как-то будет называть, там, то ли невестой будет называть, то ли будущей женой. Но это будет все забавно, это все шутки. Но в этой шутке все-таки будет доля правды. Этот мужчинка, он и правда, не влюбился, может быть, но вы ему очень нравитесь, очень. Хороший мужчина, такой смешной, но, правда, в возрасте. Вы вспомните эти слова, да, что любви все возрасты и покорны. Ну вот то ли сосед, то ли просто познакомитесь с таким мужчиной.
Прям будете иногда видеться, и он прям будет за вами ухаживать. Комплиментить всегда очень сильно вас будет. Прям такие словечки изысканные будет вам говорить. И вот каждый раз, как вы увидитесь, встретитесь, у вас настроение будет подниматься. Ну, хороший такой, добрый старичок, назовем его так. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.